проезжая здесь, мы увидели вот это вот зловонный сток. Он в течение дня чернеет, ужасный запах стоит. Путь домой для жителей поселка Первомайский стал испытанием. Через мост проходит быстро, чтобы не дышать. А кому нравится такой запах? У нас дети дома. У меня муж инвалид, не может выйти на улицу. Ванизм кругом. Эти стоки через метров 700 по протоку попадают прямо в озеро Средний Кабан. Министерство экологии ведет административное расследование. Были отобраны пробы почв, пробы сточной воды на выявление токсичных веществ и на определение при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. У нас там байдарки, станции. Вот кабан, все. Кабан пачкается. Дети там занимаются, купаются. Чем это превратится, не знаю. Здесь был раньше забор, мы не видели, что творилось возле этих высоток. То есть, видите, ведутся работы, было написано. Недавно забор убрали, и все это съехало, и потекло. Сточная лужа в мае размыла дорогу. Таких проблем, утверждают местные, никогда не было, даже после того, как 10 лет назад по соседству выросли 3 высотки на Оренбургском тракте. Местные жители говорят, что прорыв произошел вот в этом месте, прямо под окнами жилого комплекса. Канализационный люк ничем не прикрыт, его, похоже, не доделали. И вот эти зловонные ручьи, их хорошо видно, стекают прямо в поселок Первомайский. Чей же этот колодец? Запрос мы направили в городской исполком. На балансе водоканала он не числится, но о проблемах знают. По информации УК «Берег», управляющие данными жилыми домами, в конце прошлого года начались проблемы с работой канализационной насосной станции. В настоящее время коллектор, собирающий стоки от домов, паркинга и котельной, работает с подпором. Из первого колодца происходит излив стоков. В управляющей компании винят во всем застройщика, который проектировал систему водоотведения своего жилого комплекса. Там, то есть это же ситуация не одного дня. Как ты ведешь, как я построил, никому не передал. Мы связались с застройщиком, как здесь сообщили, объект они сдали. И обслуживать коллектор должна управляющая компания. Так что выяснять, кто причинил ущерб, будут уже экологи. Помимо штрафа за порчу земли, виновный должен рекультивировать участок. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.